Сегодня, 30 мая 2023 года, состоялось открытие Центра конституционализма. Судья Конституционного суда Кыргызской Республики Мейиргуль Бубукеева приняла участие в официальном открытии Центра конституционализма при кафедре конституционного и административного права Юридического института Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. Какой смысл, в чем смысл открытия Центра конституционализма? Так, вообще сегодня такое интересное мероприятие произошло в Кыргызском национальном университете, где открыли Центр конституционализма. Вообще идея создания центров конституционализма в высших учебных заведениях изначально исходит от Конституционного суда, потому что в свое время мы предложили в рамках тех мероприятий, которые проводились в рамках 30-летия Конституции, мы предложили правительству, чтобы на их уровне уже в высших учебных заведениях некий был акт, который направляла для того, чтобы эти учебные заведения открывали при себе центры по конституционализму. Вот и сегодня состоялось первое, скажем так, такое мероприятие в Кыргызском национальном университете. Ну, что дает эти центры, такие центры конституционализма? На мой взгляд, это такое место, где каждый гражданин или каждый студент, который обучается в этих учебных заведениях, есть возможность, у них есть возможность прийти в этот центр и узнать в целом о Конституции, о конституционном правосознании, о решениях Конституционного суда даже, да, потому что эти центры будут аккумулировать все вопросы, все, скажем, в бумажной версии и в электронной версии всю информацию, касающуюся вообще развития конституционализма в стране. А для нас, для тех практикующих юристов и для судей, это очень важно для того, чтобы студент изначально знал основы, ценности, принципы Конституции для того, чтобы он мог в будущем уверенно шагать и знать те ценности, которые заложены в нашей Конституции. И это помогает им просто правильно защищать свои права, правильно требовать какие-то условия жизни или условия для того, чтобы для получения образования, для получения качественного здравоохранения. Это все студент или человек, интересующий, может узнать в этих центрах. Это важное событие приурочено к 30-летию Конституции Кыргызской Республики. В рамках церемонии открытия центра состоялось нурбековское чтение, посвященное теме развития конституционализма в Кыргызской Республике. Наш университет нурбековское чтение уже 4-й раз проводит ежегодно. И в этот раз выпала такая честь нашей кафедры конституционного и административного права. Организационные вопросы вместе с кафедрой мы решили. Спасибо ректору, помог нам не только финансово, но и своими теми или иными советами. Кроме того, оказал большое содействие в открытии Центра конституционализма. Мы там обновили очень многие эти экспонаты и надеемся, что в дальнейшем тоже будут развиваться, станет действительно центром конституционализма, куда будут приходить граждане нашей республики, поднимать те или иные вопросы, которые поднимают на площади. И мы, рассматривая данные проблемы, будем предлагать уже правительству те или иные изменения, которые будут касаться Конституции нашей республики. Ведь любой закон, она тогда становится более действенным, когда она работает, а не мертво будет лежать. Поэтому Конституция тоже, наша республика, она тоже живой организм, она должна развиваться.
изменяться, развиваться. Достигая какого-то уровня развития, нужно менять некоторые статьи. То есть это нормы права, они всегда, как живой организм, они тоже должны претерпевать изменения. Мероприятие предоставило площадку для академических дискуссий, обмена идеями и опытом, а также для обсуждения текущих проблем и вызовов, стоящих перед конституционализмом в Кыргызской Республике. Мы полагаем, что если хотим, чтобы государство развивалось, надо граждане этой страны должны знать хорошо Конституцию, ценности, принципы, для того, чтобы страна развивалась, чтобы конституционное правосознание у людей повышалось, нужны такие мероприятия, в том числе создание центров по конституционализму, проведение различных дебатов, и для того, чтобы просвещался народ, в частности, просвещался по тем положениям Конституции, которые заложены у нас в нашей Конституции.